Так, видно, слышно. Не видно, не слышно, да? Подождем. Все, видно, слышно. Все, ассаламу алейкум, приветствую всех. Ва алейкум салам. Ичкерия Лайф. Ва алейкум салам, Артур. Да, Байсангур, сегодня эфир. Сегодня пообщаемся. Ва алейкум салам, Вольтер. Зачем ты закинул на сайт Ичкерии Ибрагимова Саида? Что он тебе сделал, юзер Спайдермен? А кто такой Ибрагимов Саид? Так, Марат, ассаламу алейкум. Лично мне видно и слышно. Ва алейкум салам. Это хорошо. Значит, и другим, наверное, будет слышно и видно. Аслан, как относишься к Березовскому, говорит Леонид Гройсман. Ну, я не знаю, как к нему относиться. Ну, такого конкретного у меня, такого сложившегося мнения о нем нет. Да, такой бизнесмен, такой многогранная личность, да, которого, как я полагаю, Путин убил. Но есть и другая версия, что по программе защиты свидетелей он скрылся. Поэтому, ну, я ничего плохого, хорошего, так сказать, не могу. Он человек был бизнесмен. Биг Босс, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ичкерия Лайв, делитесь видео, ставьте лайки. За нашу вашу свободу мы победим. Это Родионов, а делитесь видео, ставьте лайки. Это Ичкерия Лайв. Рамзат Магомед, ассаламу алейкум, ассалам. Магил Гушуха. Гил Гуа. Саго, Гил Муга. Ну, вроде бы нормально все. Узер Спайдермен. Саид Ибрагимов из Гамбурга. У него команда Team Wolf Germany. Да и на какой сайт я его закинул? Чего-то я пропустил. Так, Мансур Дадаев. Ассаламу алейкум. Слышал про массовые аресты в Чеченской Республике? Да, слышал. Алейкум салам, Мансур. Да, слышал. Террор продолжается в Чечне. Например, поступила такая информация, что жену Зелимхана Мусаева, который совершил нападение на пост номер 4 в Ачуй-Мартановском районе и уничтожил одного оккупационного полицая. Его жену сейчас подвергают пыткам, как передают, да, по той информации, которая у нас имеется. Макка, жена этого Зелимхана, которые они поженились, как сообщается, 4 месяца назад всего лишь. И она подвергается жестоким пыткам, видимо, чтобы выяснить, кто контактировал с ее супругом. Вот и все, что вам надо знать о России, о оккупационном режиме. Вот что они творят. Все, кто контактировал с Зелимханом, их всех сейчас забирают, пытают и так далее. Смотрю эфир. Так. Я только спросить, смотрю эфир. Байсангур, настроение, богцу. Так, ничего не понял. Тито, 068. Асан, он позывной, Елла Асхинсдюн, Оскар Хирва. Вот, Саюш, или свой. Юзер Спайдермен. Ты закинул свой инстаграм страницы Саида Ибрагимова. Типа он актер Кадырова.
почему так поступил? Ты же знаешь прекрасно, что он не актер Кадыров. Я поступил, я закинул, да, в Инстаграме. Если у меня есть, значит есть, надо будет посмотреть. Я сейчас, может, не помню. Этот Саид, этот, который тут снимался в фильме, да, ну как он, не кадыровский? Кадыровский он? Ну, кадыровских нет, это кадыровский, это условное обозначение, да, они все россияне, это российские, это оккупационные граждане. Они могут быть, абсолютно ненавидеть Кадырова, быть там ФСБ и тайне желать, или ГРУ, тайне желать там смещения Кадырова там и так далее. Тайне, некоторые открыто, но нам нет разницы, кто за кого, если эти люди за россиян. То, что в Инстаграме ты у меня говоришь есть, я что-то, что есть, то есть. Я сейчас не могу сказать тебе конкретно. Сейчас я как раз в Инстаграм зашел. Я не знаю, что это, откуда у меня здесь. А нет, не то. Сейчас, раз такая пошла тема, предъява, надо разобраться. Ну, как и положено в Инстаграм, я закидываю то, что я нахожу в интернете, то, что мне приходит, и то, что мне нравится, к чему я хочу обратить внимание людей. А, да, вот есть, да, закинул. Кадыровский награжден медалью от оккупантов. Ну вот, а что здесь такого? Он не награжден? Он не кадыровский актер? Ну, российский актер. Ладно, пускай будет российским актером. Да, есть такое, да, когда-то я закинул. Просто человек тут проживает. Поэтому, чтобы все знали, что это российский актер. То, что если он не кадыровский, да, если это не, если он с этим не согласен, только я могу на российский переделать. Игорь Тужба, добрый вечер, Аслан Большой. Тебе привет от твоих братьев из Абхазии. Приветствую, Тужба, приветствую, Абхазия. Ислам Ардашев, ассаламу алейкум, Аслан. Видел новости на канале о том, что отметят 207-летие. Не видел. Так, Магомед Технологи Инновацион. Ассаламу алейкум, Аслан. Как смотришь на отмену парада в честь независимости Украины Зеленских? Ва алейкум салам. Ну я не знаю, с чем это связано, ничего не знаю. Просто очень много про Зеленского слухов ходит. Там его, конечно, держат в узде, это с одной стороны хорошо, главное не перегибать. Так я очень надеюсь, что украинцы разберутся. Так, Самуэл Кольт, Аслан, здравствуйте. Здравствуйте, Самуэль. Муслим Нохчичу, ассаламу алейкум, Аслан. Задонатил. Далса адой муслим. Ва алейкум салам. Тойзан задонатил. Ассаламу алейкум. Дал иман собар лойль сахболчан. Эмин. Ва алейкум салам. Далса адой Тойзан. Тойзан. Денис, ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам, Денис. Муслим Цорой, ассаламу алейкум. Саваш, ва алейкум салам. Исламу. Аслан, как ты относишься к ингушам? Как я могу относиться к самому себе? Между чеченцами и ингушами нет никакой разницы. Так, Фриман 008. Ассаламу алейкум, Аслан. Как жить? Аслан, мне суд, убежище, суд отказал. И что мне делать, подскажешь мне? Ва алейкум салам. Ну, уже во второй инстанции тебе отказали. Но я не знаю, что можно посоветовать, когда уже проиграл обе инстанции. Не могу сказать. Надо дальше бороться, искать пути. Я не знаю, почему. Надо до того, выиграть надо суд. Надо выиграть до того, даже когда ты в суд пойдешь, надо сразу подавать в миграционную службу уже заявление готовое. До того, даже как вы на большое интервью пойдете. Так, Олег Станкевич. Вертикаль власти Российской Федерации устроена по принципу курятника клюй ближнего. Да, совершенно верно, Олег Станкевич. Рамазан Магомедов.
этот несерьезный вопрос, как ты относишься к ингусам или дагестанцам, или еще другим народам. Ко всем он относится хорошо. Ну да. Кингом Шульц. Аслан, ты можешь ездить в Великобританию? Да, могу. Да, могу. Так. Фриман 007 первый. Делитесь видео и ставьте лайки, говорит Ичкерия Лайф. Так, антитеррор Чарей. Ассаламу алейкум. Салам Аша, лучше говорили. Ва алейкум салам. Так, Аргно. Парад в Украине должен быть проведен, даже если отменили, народ должен скинуться, но это обязательно достояние народа. Михаил добрый человек. Я знаю, что делать. Суд отказал, значит, езжай домой, говорит Михаил добрый человек. Но надо бороться. Почему надо обязательно езжать? Не все могут поехать, да? Я знаю здесь человека, которому реально угрожает опасность, который подвергался пыткам. И если человек сейчас поедет, ему суд отказал, надо бороться. Есть еще другие правовые рычаги. Надо с адвокатом, конечно, все обговаривать, все он должен знать. И есть много возможностей, в принципе, остаться. Но надо бороться. Ичкерия Лайф, насчет Маши есть информация? Нет, пока насчет Маши другой информации нет. Единственное, что я мог бы сказать, вот то, что я оставлял реквизиты, не очень много людей собирают деньги, чтобы вот на этот марш, да, сами, тот, кто не идет, это еще ладно, но скинуться чуть-чуть деньгами каждый мог бы. Ну, не очень. Я не знаю, очень аморфными мы стали, да. Но то, что дома сидят люди, их пытают, их там угнетают, они очень недовольны. Очень-очень. Они говорят, почему вы такие пассивные. Ну, мы заняты своими делами. Здесь свобода, реально ту свободу, которую мы мечтали у себя установить в Чечне, мы ее здесь получили, видимо, поэтому многие расслабляются. Да. Так. Каждый чеченец герой и генерал. Ассаламу алейкум, ашур, ассаламу алейкум, салам. Дейли салам машал, хуль хаджана средин. Ассаламу алейкум, ассалам. Не хочется верить, что Дудаев ошибся в Украине. Ва алейкум салам. Нет, Дудаев не ошибся, и украинцы очень хорошие люди, и в принципе они все делают. Ну, конечно, за одного какого-нибудь там кадыровца мы не можем сказать за чеченца, или там за нескольких там сотен, мы не можем сказать за всех чеченцев. Также мы не можем говорить, конечно, за Украину, которая больше количество русских, смешанных браков. И не только даже национальности дело в ватности, да, в советскости, которая есть. Я, знаете, запомнил один момент, когда Тимура Тумгоева выдали, прокуратура, да, Евгений Енин подписал, и Тумгоева выдали, ему сейчас дали 18 лет, после жесточайших пыток и истязаний, ему сейчас впаяли 18 лет, и он будет сидеть в тюрьме. И только в Украине я видел, как вышли люди, как жгли перед Генеральной прокуратурой вот эти байки, устраивали там очень сильно. Только украинцы, это надо признать. Да, есть Евгений Енин в Украине, это факт, который нельзя отрицать. Но есть и те, которые вышли тогда. И это были очень серьезно настроенные ребята, которые пошли бы очень далеко. И власть пошла на уступки, начала выполнять разные свои договоренности, но потом опять спускает на тормозах, да, некоторые вещи. Поэтому, и знаете, я запомнил одну фразу, и там один религиозный деятель какой-то, украинский, да, христианский, дед, можно сказать, да, лет там 65 ему, может, было. Он сказал, он был такой, у него глаза были такие опустошенные, растерянные. И он говорил, братцы, если мы это позволим сделать, нас Бог не простит.
Если мы это не, ну, как бы не пресечем, Тимур-то уже был выдан, они его отдали в течение нескольких часов. Это вот такая подлость была со стороны Генеральной прокуратуры, и Харьковская область тоже там есть свои вот эти коллаборанты скрытые. Поэтому уже Тимур был в руках русских передан, и уже ему уже в принципе помочь было тяжело, если только его сейчас обменять на какого-нибудь пленного и вернуть обратно в Украину. И вот этот религиозный деятель, я не знаю, кто, монах он был или кто, и вот я видел, он просто разводил руками и говорил: братцы, если мы это сейчас позволим, нас Бог накажет, Бог проклянет. Мы ни в коем случае не должны делать. За мусульманина вот так христианин вот, искренне говорил. И меня это очень сильно успокоило на самом деле. Я видел, что человек искренен, я видел, эти люди были искренни. Конечно, это колоссальная подлость, жестокость, предательство по отношению к своим же защитникам. Да? Тимур Тумгоев не наш, а их. Да? На тот момент он стоит на страже в Украине. Это к своим защитникам есть подлость. Но надо исходить из того, что есть украинцы, которые перешли на сторону русских и убивают украинцев. Также есть агентура, которая ведет подрывную деятельность против Украины. Но мы знаем, что есть украинцы, которые настоящие украинцы, которые хорошие, честные люди. Так, поехали дальше. Андрей Антон, зачем собираете деньги? На марш деньги особенно не нужны. Андрей Антонов, конечно, нужны деньги, обязательно нужны. Даже если 10 человек будут идти в течение там недели, 2-3, это надо их кормить, обувать, ну там, я не знаю, переодевать, купать. 2 недели идти и некупанным, я думаю, в здание ООН не очень будут рады после 2 недель. Поэтому нужна машина сопровождения, нужно вещи везти, нужно какие-то там автомобили нужны, конечно, нужны деньги, на все про все нужны деньги. Даже 10 человек в течение 1 дня накормить минимум там, я не знаю, сколько денег надо. 100, 200, 300, просто только еду если им организовать. Так что нужны. Так, так, Аслан, слышал, что говорят о Кунта Хаджи, Ислам Ардаш, на канале ЧГТРК, и что ты думаешь об этом? Ну, знаете, какая ситуация, да, как погиб, например, Кунта Хаджи, умер его, нет сейчас. Этот человек был реально очень образованным, очень грамотным человеком и в религиозном плане, и был очень уважаем среди людей. И его убили русские. Те же, кто убивают сейчас нас, те же, кто сейчас пытают сестру Зелимхана, да, жену Зелимхана, который совершил нападение на оккупационный блокпост. Те же самые люди убили Кунта Хаджи. И после этого, когда уже его не стало, занялись подменой понятий, да, подменой ценностей, подменой, вот что это нравится, это чеченцам, да, чеченцы это поддерживают. Вот появляются люди, которые там как бы последователи, и уже пишут, что Кунта Хаджи где-то там в Африке проповедует это. Никогда Кунта Хаджи этого не говорил и говорить не мог. Все рожденное должно умереть. И Кунта Хаджи тоже умер. И не живут люди по 200, по 300 лет. И у нас идет подмена. Вот тот суфизм, который есть, да, суфизм, ваххабизм, или там еще какие-нибудь измы, это же, ну, например, за суфизм, если взять, что он говорит? Он говорит: поклоняйся Богу, больше поклоняйся, люби Бога, делай, что Бог говорит. Ничего плохого в этом нет. Но есть внешние признаки этого суфизма, а есть внутреннее наполнение этого.
Так вот, внутреннее наполнение зачищено, остались вот внешние признаки. И идет подмена понятий, идет искажение, да, что ты должен просить через кунта хаджи Богу. Зачем нужен человеку посредник для общения с Богом? Ну, и там такие разные вещи, что там летал, там еще там что-то. Ну, не знаю я. Это все очень сложные вещи, все религиозные вопросы, конечно же, лучше адресовать религиозным деятелям. Да? А то, что религию искажали, это факт. Так, Олег Станкевич. Может быть, на марше стоит пригласить представителей всех наций, которые в той или иной форме пострадали от российского империализма? Да, конечно, Олег, мы приглашали, приглашаем и будем приглашать дальше, и вас в том числе. Конечно, мы приглашаем всех людей, всех, кто пострадал, кто может пострадать, и кто нам просто сочувствует, и не пострадал, и дай Бог не пострадает. Вот, всех этих людей мы всех приглашаем, мы будем только рады. Мы поднимем все флаги всех, и это наше общее дело. Это не только чеченцев. Сейчас это украинское дело, грузинское дело, и других всех это коснется. Поэтому не ждите, пока коснулось. Выходите, поддерживайте. Это надо было делать еще вчера. Еще когда в 99 году они к власти рвались, взрывали дома, убивали чеченцев. Вот надо было тогда поддерживать. Ну, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Поэтому давайте, поддерживайте. Так, как найти? Тутошные люди, основная масса, дома строят дома, а вторая половина их мозга хочет независимость, чтобы кто-то другой сделал им независимость. Ватники. Не, ватники, они вообще не хотят независимости. Просто мы немного устали от войны. Это мягко сказано. То, что сделали мы, никто не сделал. Никто. Поэтому у нас есть право на немного устать. Оно у нас есть, конечно. Но это не отменяет того, что мы должны забросить. Это, конечно, это, наши права за нас никто не будет. Мы же, опять же, да, повторюсь, мы же независимость получаем не ради независимости, да, вот что вот мы такие свободные, там, живем, в том числе, и она тоже нам нужна, потому что она нам Богом обещана. Нам она нужна была для того, чтобы гарантировались наши права. Джахар Дудаев сказал, мы хотим стать субъектом международного права. Мы хотим быть равными среди всех этих государств, чтобы мы могли свои права отстаивать именно в правовом, юридическом русле, на международной арене, чтобы мы не были задвинуты Россией, и она решала, жить нам или умирать, делать нас, там, я не знаю, рукопожатными или уничтожать и делать нас террористами там, и лить на нас грязь. Мы же для этого это делали. И ничего не изменилось. Наши права до сих пор ущемлены, и мы должны продолжать их отстаивать. И мы будем их отстаивать. И мы их отстоим. И в этом нет ни малейшего сомнения. Дело времени. Время сейчас работает на нас. Ситуация в корне изменилась, господа. Все будет лучше, чем мы ожидали. Так. Чино, ассаламу алейкум, хауми телефон, хаусадвай. Алейкум салам, Чино. Убью тапочком. Маш воваль аслан. Ты балит тицкан эшкал. Машал гейл. Антитеррор черей аслан. Мансур халят самобо хума хаям. Ну вот Сахасон, я не знаю. Я знаю, что его задержали как я читал где-то там, по запросу России. Ну, я так думаю, у него политическое убежище есть. Думаю, должны отпустить. Так, Ичкерия Лайф. Как найти? Ассаламу алейкум, алейкум салам. Алекс Магер. Ильясец интервью хирю аль-хумадуй кестхул аслан. Ахмадов Ильяс. Ну, как бы конкретно договоренности у меня нет, но это надо сделать. Это надо сделать. Я просто сейчас тут немного не успеваю. Очень много сейчас дел свалилось.
Сделаем обязательно. Ну, предложим, если он согласится. Амир Ахмедов, люди все брошены, на нас махнули рукой. Ну, может быть, да. Но мы должны все равно продолжать, правильно? Валид Хамза, ассаламу алейкум, Асан. Было бы отлично, если все твои стримы были переведены и пущены в просмотр именно для англоговорящих граждан. Валид Хамза, алейкум салам. Это очень хорошая идея, об этом я давно говорю. Буду рад, если ты будешь переводить их. Так, отец Тихон, русский, русский, русский. Мы страдаем от действий нашей власти не меньше вашего. Отец Тихон, а кто виноват тогда? Мы виноваты, да? Мы вот, чеченцы, вас достали, житья вам не было. Раз, если вы страдаете, ну кто вам мешает? Ну кто? Ну, у вас подавляющее большинство. Ну выйдите, миллион человек на площадь, станьте, посидите там пару недель. Ну и все, закончится эта власть. Уберите все спецслужбы, проведите иллюстрацию, выберите новых судей, реальных, честных. Да, как в Сингапуре, всех адвокатов назначьте судьями. Студентов с молодых, да, там сразу с университетской скамьи сразу на работу в какие-нибудь министерские кресла. Молодежь, она более патриотична бывает, более честная. И нету разных схем. И они будут работать. Ну, вы же сами виноваты. Ну, дело же, русские мы же так это же условно называем. Там и Кадыров туда же, можете его к себе приписать. Тоже ваш русский. Хоть и говорит хуже меня по-русски. Вольф Орстл. Ассаламу алейкум, Асан. Ты не хочешь делать стрим с Закаевым? Валейкум салам. Да, хочу, я ему написал, но он мне пока не ответил. Вот последний раз я ему написал, что-то он мне не ответил. Тоже человек занят, очень загружен, идет подготовка к этому маршу. Большие тут дела намечаются. Работа ведется, просто не все видно. Как только он ответит, конечно же, я сразу с радостью проведу. Так, Тиберлой Д. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Профанштейн, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум салам. Так, Тходикду. Алена Павленко. Мне интересно, сколько еще будут терпеть сами русские? Ведь вся банда во главе творит беспредел из-за молчаливого молчания всего огромного народа. Сколько поколений молчат и терпят веками, говорит Алена Павленко. Очень уместный вопрос, Алена. И вот это как раз отцу Тихону посвящается этот вопрос. Аслан Хумидов. Ассаламу алейкум, Аслан. Дал ахту буэла. Ва алейкум салам. Дейрейс хуль. Песочный человек. Ассаламу алейкум, Аслан. Как дела? Ва алейкум салам. Все отлично. Спасибо. После так, Миша Мансуров, после того, как Зеленский стал президентом, в Украине из всех нор, не боясь, начали вылазить сепаратисты, расисты. Совпадение? Думаю, после партийного выбора может начаться резня. Каковы ваши прогнозы? Я ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. Ну, я скажу, что в Украине есть демократия. И поэтому вот кого нельзя привлечь уголовно, у этих людей, конечно же, есть возможность говорить. Это не Россия, где могут вам подкинуть наркотики и посадить. Конечно, до Украине не все хотелось, не так хорошо, не идеально, как хотелось бы. Ну, конечно же, далеко не Россия. У вас там напытки, убийства сплошь и рядом не происходит. Сплошь и рядом. Поэтому вот поэтому вылазю. Это прогнозы делать, ну это я не знаю, я не очень силен в этом, чтобы еще делать прогнозы. Так, что у нас тут опять зависает? Так, повтор, ошибка. Все вернулось.
Гена Смык, как обычно, нам передает гидролокационные сведения, что где там в Житомире дожди. Ноунейм, Аслан, как жить? Все отлично. Ислам Ардаша, подскажите, как поехать в другую страну, жить и работать, чтобы получить гражданство и приезжать обратно. Да, это очень сложно. Сложный вопрос. Отец Тихон, спасибо за ответ. А теперь буду знать, что кадыровцы это наши русские, тогда все идет по плану. Ну вот видите, разобрались. Все отлично. Что нового? Все новое, ноунейм. Все новое. Чего-то сегодня у нас очень вяло идет дискуссия. Так, у русских всегда, убью тапочком, говорит. У русских всегда кто-то виноват, даже в собственной нищете. Миллиарды сами лезут из-под земли, а у них НАТО и США виноват. Да. Мелхи. Они не видят, что их грабят Путин и вот эта банда их грабит. Они этого не видят. Это очень странное такое, да? Абсолютно все прозрачно, все доступно, очевидно. И они не хотят кормить Кавказ, который сами доют. Мелхи, ассаламу алейкум, ассалам. Как ты думаешь, что важнее или дороже, определенная цель, к которой стремится человек, или само внутреннее чувство, двигающее к ней? Опять ты меня, алейкум салам, Мелхи. Это, по-моему, раньше ты мне вопрос задавал, да? Как ты думаешь, что важнее и дороже, определенная цель, к которой стремится человек, или же само внутреннее чувство двигающее? Ну, я не знаю. С какой стороны посмотреть, что важнее? Внутреннее чувство, которое им движет, оно определяет чистоту, да, а сама цель, да, ну как говорится, цель оправдывает средства, или там не оправдывает средства, да. Важна цель не оправдывает средства. Цель, по крайней мере, вот в нашем деле, мы должны прийти к этому правильно. У нас другого, в принципе, выбора нет. Чтобы быть несправедливыми, сильными и задавить по несправедливости мы не можем, даже если бы хотели, да? А мы этого и не хотим. Поэтому, я думаю, важно внутреннее. Ну и, конечно, цель тоже важна. Маждада, Машуоль Аслам, Худутига, Машал, Хельхумадат, Маждад, как ты? Давно тебя не слышно было. Как найти респект грузинскому журналисту, который выразился Путину? Да, в прошлый раз мы выражали ему респект. Так, лунный свет. На месте затонувшего при Союзе комсомольца радиация... Так, подождите. Радиация превышает 100 тысяч раз. Да, я лунный свет. Я сегодня читал об этом как раз. Да. Россия везде, где бывает, она там с советских времен так нагадит, что потом 1000 лет еще будет вонять. Амат ТВ, ассаламу алейкум, Асан. Смаркач Фархада знаешь, если да, и как его аудитория? Фархад, это который ведущий, алейкум салам, да, я знаю, аудиторию не знаю, но Фархад очень троллил их очень сильно. Профан Эйнштейн, Аслан, на какое число назначен Маш? Я столько раз слышал про Маш, но, увы, не вникал. Это хорошо, что ты много о нем слышал, и хорошо, что он становится известным, это наше мероприятие. Дата пока не определена, конечно, все будет сказано, и обязательно я, конечно, буду об этом говорить. Пока дата не определена. Так. Так, Атаман Империал 2018. Дался Адоль.
Аслан, кто, по-твоему, самый опасный человек из близкого окружения Рамзана Кадырова, который предаст в случае форс-мажора? Я не знаю, самый опасный. Для кого? Для Кадырова самый опасный? Я не знаю. Ну, я знаю, что Россия на Хучигова, это Муслима Хучиева, поставила. Потом он тоже попал в этот список санкционный, и тоже на него санкции наложены. А так я не знаю. Это одна банда. Для нас там без разницы, кого они сменят, кого назначат. Фриман 007. İdugazaya boğuşyol gaz yuk Германии вахиан мотбеч ашт ах вайдипош цеич бойбуйош бойливош во. Ну, я думаю, не только Дугазаев тут постукивает. Дугазаев-то прямо говорил, что он постукивает, да, сообщает там кадыровцам. Кадырову лично он может за 2-3 минуты выяснить. И он говорил, ну, я думаю, здесь есть и другие, которых мы не знаем. Хаджа Насреддин. Аслан, с полной ответственностью заявляю, украинские спецслужбы являются дочерними предприятием ФСБ. Ну, я не знаю, Хаджа Насреддин, спорное заявление, конечно, спорное. Но если хоть доля правды в этом есть на сегодняшний день, то, конечно же, это ужасно. Это ужасно. То рано или поздно они победят, если это так. Лучшее средство это полное там, их уничтожение в правовом плане. Маждад, асна иштам сагат деш вонсу ситуация. Да, правильно? Войцагат агат тиду. Маждад. Так, Ичкерелаев, делитесь видео, ставьте лайки. Байсангур, дугазаес мот бет аль еш я цвай не порч, вай тап аль ат аш дол дел ещу. Да, но если бы Дугазаев, это возьмем образно, да, не один Дугазаев, коллективного Дугазаева возьмем, то если бы не было бы этого Дугазаева, то у нас ситуация была бы получше. Если бы с России не присылали бумаги, что там медицина отличная, социальное обеспечение, что нарушения прав человека нет, там, и так далее, то, конечно же, у нас ситуация была бы получше с депортами. Да? Не было бы оснований нас депортировать. Приходилось бы верить нашим словам. Мы говорим, нас там ущемляют, приходилось бы верить, потому что другого основания нет. Но есть люди, которые пишут заявления, там, вот, например, на Минкейла Мализаева тогда тоже написали заявление, что он там какие-то группы хочет создавать, хотя он абсолютно не имел это в виду. На чеченском языке он там говорит, надо объединяться, собираться, давать отпор вот этим кадыровцам. Но им отпор как надо давать? Их не надо бить, там, угрожать, еще что-то делать. Мы должны, да, ты тут правильно говоришь, мы должны объединиться и показать, что мы вот есть тут гражданское общество. Этим ему дали бы отпор, да. К сожалению, мы чуть-чуть не верим в эти возможности и что-то мы слабо себя ведем в этом направлении. И так, конечно же, и накладывается наша пассивность, и вот то, что на нас пишут кляузы, вот это накладывается. И вот появляются списки там 200-300 там чеченцев, исламистов, готовых применить насилие, да. Вот готовые они сидят, вот никак они не могут его применить, вот не получается, вот они 2-3 года, 5 лет уже сидят и вот не применяют. А в это время не готовые применять, русский террорист там Сергей В. взрывает Дортмунд Боруссию, футбольную команду. И об этом молчок, да, из-за этого русских отдельно как национальность не преследуют. Хотя нас называют россиянами здесь, а потом, когда что-то происходит, это чеченцы. Говорить тогда русские уже, по факту, большая часть которых является, вот, тот же Дугазаев, это русский, это россиянин, да, он работает на русских. Можно как угодно себя обманывать, мы там работаем на путь Ахмада Хаджи, там и так далее. Зарплаты получаешь русские, паспорта носишь русские, удостоверения русские, награды русские, служишь ты интересам России. Все, ни своему народу, ни своей нации,
а интересам русских ты служишь. Ну, кто ты? Ты русский, россиянин, ты предатель. Муслим Ночичу, Асан, я знаю, что ты за легитимность, за Каеву. Тогда ответь на вопрос, почему никто не занимается признанием наших паспортов? Ну, почему не занимается? Есть ведь вещи, которые мы можем делать, какие мы не можем делать. Да? Вот, например, нам очень много нужно сейчас заниматься, например, признанием геноцида 1944 года. Есть резолюция ПАСЕ от 2004 года по этому поводу. Мы писали Украину, например. Например, крымских татар в 1944-м, то, что был геноцид, литовский парламент признал. Мы этого еще не сделали. Идет недоработка, да, идет недоработка. Потому что нет кадров, которые этим будут заниматься. Где наши все юристы, которые живут там, в Москве работают, работают в Чечне. Почему эти люди не выезжают сюда и не занимаются своим помощью своей стране? Паспорта признать, ну признают наши. Для того, чтобы признали наши паспорта, нужно признать нас как государство. Понимаете? И когда это целая работа, нам бы хотя бы признали бы геноцид, хотя бы нашим бойцам Украина дала бы там гражданство, чтобы их не депортировали, не было юридического основания их депортировать. Такие вещи мы можем предъявлять всем, но мы сами должны, муслим, что-то делать. Вот ты лично, я, мы все должны что-то делать. Поэтому Войцедыч саму да, что ли. Никто за нас это не сделает. Бакар Бакиров, салам алейкум всем. Так я не понял, что ты предлагаешь в этой ситуации делать. Все, о чем трендите, конкретно никакого решения не предлагаете. Как не предлагаю? Алейкум салам. Как не предлагаю? Я тебе предлагаю выйти на митинг. Ты выйдешь на митинг? Давай, ты предложение готов всякого. Вот сейчас будет марш с этой бригадой. Предлагаю тебе туда прийти. Я тебе предлагаю, каждый раз я предлагаю, делать видео, да, информационное вести, освещение проблем в Чечне, которые у нас происходят, нарушения, которые происходят. Бакар Бакиров, я вот предлагаю тебе лично заняться, открыть YouTube канал. Это несложно. Чем могу, помогу. Там, привлеку там внимание, распространю информацию. Надо делать. За нас никто не сделает. У нас же нет сейчас институтов, которые мы платим на зарплаты, где работает там 1000 человек, которые делают всю работу. Так, Маждада. И Мансур Мау и Кучуа Вахет Нах и Хоча Вахет Нах Карбешт. И Вовчу Мехтик Цейтин от имбецилш. Aslan Humid, Aslan от Европы Абелгы Кучуа Вахуити, Хоча Вахуити, Вахоу Шаря, Тец Волсуа. Да, ну видите, очень странно мы себя ведем. Очень странно мы себя ведем. Я не понимаю, я уже устаю, моя логика отказывается понимать, да, вот у Мансура Садулаева вот это случилось, и сразу распространяется, я не знаю, кто это делает, друзья это делают, или враги это делают, да, кто это закидывает этого Мансура, друзья, другие. И говорят, Мансур находится в руках кафиров, делайте дуа, чтобы он освободил его из рук кафиров. Ну, тут один такой немаловажный момент. Когда мы сюда приезжаем, мы сами подписываем с кафирами или с немусульманами договор. Мы уже отдаем свою безопасность в их руки. Вот этот момент. Плюс мы еще получаем социальную помощь, о нас заботится. Это... И когда тебя задержали, ты не оказываешься в руках кафира. Когда ты сюда приехал, ты оказываешься в руках там не мусульман. Ты подписываешь с ними добровольное соглашение, что ты вот готов. Они твою безопасность, да? Вот мы знаем, что в Чечне, где нам Россия обеспечивает безопасность на сегодняшний день, ты не заставляешь, тебе приходят домой, тебя выводят, прямо перед домом могут застрелить, могут отвезти, пытать и убить. Вот твоя.
То же самое здесь тоже можно сделать, правильно? Технически, физически они могут это сделать. Мы себя доверили, свою безопасность доверили в руки местной полиции, местных там других органов для защиты наших, социальных, там, личных, физических. И мы сами отдали свою безопасность. И вот такие вещи писать. Я удивляюсь, как так люди не понимают, что ли, что происходит. Те же люди, которые живут в Турции, там живут мусульмане. Здесь, в Германии, тоже живут мусульмане. У меня соседи есть мусульмане. Мы там здороваемся, там и живем, и нормально. Турция тоже светское государство. Там тоже, что бы ни говори, э, нету норм, там нормы международного права. Турция член НАТО, светское государство. И тоже нет никакой разницы, что ты в Германию приедешь, что ты в Турцию приедешь. Может, там больше усатых ты увидишь, а здесь больше бородатых. Немцы бороды любят носить. Поэтому я не знаю, почему люди себя так ведут. Не понимать сложно, когда ты пытаешься объяснить, можно же понять. А если ты, я не знаю, для чего. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Хамзат Кило. Миша Кот, если увидишь мое сообщение, скажи насчет Ватикана, который отдал у Путлера 250 миллиардов долларов. Который отдал у Путлера. Да, ну, говорили, были слухи, что деньги Путина хранятся в банке Ватикана, который как-то там не облагается налогом и так далее. Но это, наверное, одна из сумм у Вовы, царька Шарикова. Много денег, и он везде их там распихивает, там, на виолончелистов, там, и на других, третьих, там, своих родственников. И все его вот эти олигархи, вот, которые вокруг него есть, они как заявили, что по первому призыву, приказу Путина, они отдадут все свое состояние Путину. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у тебя нет никакого состояния. Если ты их отдаешь по первому приказу, это не твое. Тебе дали попользоваться. Ну, в надежде, что тебе что-нибудь рукам прилипнет, да, там, как тогда там какой-то восточной сказки было, да, там намазываешь медом в горшок, куда деньги сыпятся, и что-то прилипает. Ну, или надежде, что Путин умрет, и потом все это достанется ему, ну, и так далее, и так далее. Ну, что, папа римский поблагодарил Путина, дал ему какую-то медальку, в надежде, видимо, что Путин умрет и ему все это достанет, Ватикану останутся эти деньги. Ну, я не знаю. Видите, вот это соучастие называется. Да, юридически как-то доказать это сложно, но на наших глазах происходит. И как там сказал папа римский, что в мире можно созидать, а в войне все потерять. Да, по-моему, так он это сказал. Это получается, что намек такой. Вова, твои бабки могут остаться тут, если начнешь войну. Может и так. Не поймешь. Но сам факт того, что ворованные деньги от других у Путина быть не может, он президент, на зарплаты, даже с его зарплаты, миллиардеры, миллиарды долларов заработать, собрать нельзя. Был геноцид и чеченского народа, граждан Ичкерии, да, и в это время Банк Ватикана брал бабки. Ну, нормально, чего? Делали свой бизнес, развивались. Так, Камиль Инков. Салам алейкум, Асан. Как ты, брат? Ва алейкум салам, Камиль. Все отлично, спасибо. Аслан Хумида. Цаболчхена. Цаболчхена. Хума цадин тига. Из дюйцер. Ничего не понял. Цаболчхена. Хума цадин тига. Из дюйцер. Байсангар Мансур. Да, Байсангур, не будут они слушаться, это... Миша Кот, отжал 250 миллиардов зелени у Пугаба. Ну, может, еще пока не отжал, но я думаю, к этому идет. Все получится, Путин хапал, воровал у русского народа, у российского народа.
а потом все достанется Западу. Да, технично. Фриман 007. Аслан, у Закаева есть свой YouTube канал? У Закаева лично нет, но там какой-то канал был, я сейчас имя, название не помню. У меня где-то в подписках должен быть один из каналов нашего правительства. Родный Кут. Аслан, нет русских паспортов, как и русской армии, есть российская. Да, очень хорошо, конечно, когда выгодно говорить это русские офицеры, а когда невыгодно говорить это российские офицеры. Нет уж, извините, Россия, да, Российская Федерация, она равна Россия, равно Россия. Это русская страна. И никакая это не федерация. Федерация это объединение стран с равными правами. Это не федерация, это империя, да, чуть-чуть там, более мягкой форме, чем раньше она была. Но это та же империя. Это не объединенный союз там, Соединенных Штатов, да, 50 государств. Это русская страна с русскими паспортами, с русским гербом на паспорте, на русском языке написанные, с русской столицей в городе Москве, столицей, куда собираются все деньги, все субъекты собирают деньги, отправляют деньги в Москву. И уже Москва, русская столица, распределяет кому что пожелает. Кто у нее там в любимчиках, кто не очень в любимчиках, кому кто-то там перебьется, кто-то там не очень потерпит. И вот такого плана. И русская армия, да, русская армия. Вот я с Хусейном Исхановым общался здесь. Он рассказывал, когда его как-то задержали и доставили там на Ханкалу, они там писали, Ермолов начал, мы закончим. Там, ну, грубо говоря, вот так. Поэтому я называю это российско-чеченской войной, да, хотя русская пропаганда ее называет чеченской войной или даже кампанией, чеченской кампанией, там, да, принизить, да, чтобы избежать ответственности, подменяют там разные термины, подменами занимаются, подменой терминов. А на самом деле это не российско-чеченская война, хотя это тоже правда. Это русско-чеченская война, и Хусейн абсолютно прав. К сожалению, это так. Можете обижаться на меня, русские или нет. Среди вас есть абсолютно порядочные, нормальные люди, которых я, конечно же, не обвиняю ни в чем. Наоборот, дружу, мне помогали, помогают русские. Но воевала Россия и русские против чеченцев. Так что надо все-таки набраться храбрости, мужества и признать свою вину, как немцы признали за собой вот этот геноцид. Да, при всем при этом, конечно же, и русские тоже страдают от этой власти. Но при помощи русских они и страдают. Русские убивают русских, русские гнобят русских, русские обворовывают русских. И это тоже правда, и вы это знаете. И вы так же, как и я, можете возмущаться. У вас на это есть полное право. Тем более вы на больше можете добиться, чем это будет говорить. И с ваших уст это будет звучать более убедительно. Я-то могу выглядеть как чеченец, который там ненавидит все русское, что абсолютная неправда. Что я тут такой враг, там во мне ненависть какая-то, тоже абсолютно неправда. Но при всем при этом, если вы считаете себя ущемленными, а у вас умирает 140 тысяч, 150 тысяч за 4 месяца по официальным данным, что абсолютная ложь, я уверен. Потому что во всем другом тоже всегда ложь. Поэтому в этом не может быть правда. Вы умираете, вы спаиваетесь, у вас есть недра, когда вы можете быть там богаче Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. Это факт, это не какая-нибудь аллегория, да, или никакое там такое преувеличение. Это правда. Россия самая богатая, полезная ископаемая страна. Если бы вы нашли бы общий язык с чеченцами, с дагестанцами, с якутами, не боясь, что они вас там захватят, там и что сделать. Они физически не могут вас захватить. И если вы бы с ними соблюдали договор, например, про чеченцев, мы бы соблюдали с вами договор. Но так много произошло, что вам веры нет.
Нет, России веры нет. Поэтому с вами никто договор не будет соблюдать, потому что вам надо много-много лет восстанавливать свою репутацию. Но для этого вам надо наказать виновных, выстроить гражданское общество, провести там люстрацию и так далее, и так далее. Очень огромная работа предстоит самим русским сделать. И за вас ее никто не сделает. Да, я вот с Пол Гоблом общался, я говорю, ну как там санкции помогут или нет. Он говорит, это сигнал, сигнал для общества внутри России. И вы должны сделать, не пришлют американцы там морских котиков Путина там уничтожать. Это вы сами должны будете сделать. Трудно это с предательствами, с изменами, там, с разными подковерными играми. Все это придется пройти. Или же испить эту чашу до дна, да, как это было при Сталине. Пройти вот большой путь террора, как мы, чеченцы, его прошли. Вы его даже не заметили, русские. Я к вам обращаюсь. Вы даже не посчитали, что что-то происходит. Вы при этом выходили на митинги, говорили, хватит кормить Кавказ, там чеченцы, там убийцы, не сдавали нам квартиры в Москве, да, я за Москву могу сказать, не брали на работу, везде ущемляли в правах, штрафовали по поводу ИВС, ну просто нас отдали на корм своим ментам. И вы видели, что они с нас кормятся. Объективно, если смотреть, вы же все прекрасно видели. Ну, по крайней мере, мое окружение все видели, и не только мое. Окружение ментов тоже видело, что надо за кавказцев, особенно за чеченцев, покормиться. И вы тоже являетесь молчаливое соучастие, но молчание тоже является, да, преступлением. Вы стали соучастниками. К большому сожалению, это так. Это не в первый раз, между прочим. Эдуард Мамедов. Спасибо, Эдуард, как обычно, без вопросов, задонатил. Спасибо. Игорь Простой. Российская Федерация, если Российская Федерация это русское государство, то и разговоры о суверенной Чечне бессмыслица. Чечня получается русская земля. Нет, почему же? Русские, как бы исторически, да, и украинцы, конечно, со мной поспорят, скажут, что русских не существует как таковых, да, есть Мокша, Чудь, Пермь, там, как так, там, удмурты, чуваши, и вот разные народы, которых объединили, да, русские, имя прилагательное, ну, вы все это, наверное, знаете без меня, что русичам принадлежали вот эти все деревни, вот эти все земли, и ты чьих будешь, он там русских буду, русичи типа буду. Вот такого плана сформировалась национальность. Ну, не знаю, насколько это верно. Ну, вот у этой мордвы, чуваши, там, мокши и всех остальных, у них есть свои земли. Так вот, у чеченцев тоже есть своя земля. И мы не стали русскими. И более того, если исходить из того, что мы Российской Федерации никогда не были, понимаете? Мы Российской Федерации никогда не были. Вы не можете, как Крым никогда не был Российской Федерацией, так же и Чечня не была Российской Федерацией. Более того, я скажу, мы никогда не было ни одного документа, который ваша сторона, российская сторона, здесь Международного института, могла предъявить на право на Чечению. Нет такого документа, что мы с вами когда-то подписали договор, вы нас там завоевали, и мы покорились, и вам подписали, вот наш народ вышел. Нет такого, в природе такого документа не существует. Ваша сторона не смогла ни в одном суде здесь, в Европе, в том числе в английском суде, когда судили с Ахмедом Закаем, предоставить документ, что Чечня стала частью России. Вы незаконно захватили нашу территорию. И никогда мы не признавали за вами право, что вот мы стали частью России. Никогда этого не было. Мы вышли в 90-м году, мы получили союзные права наравне со всеми союзными республиками. Автономия, да, это тоже, мы были урезаны в правах, но это не из-за того, что мы чем-то хуже там украинцев или там белорусов или там казахов. Нет, просто мы были урезаны, потому что мы были слабы, и мы считались самыми непокорными. И мы были автономией РСФСР.
Хотя это незаконно, мы были незаконно оккупированы. Ну, в вашей интерпретации это называлось автономией. Так вот, в 90-м году мы получили равные права и стали союзной республикой. Это соблюдая все советские, я оставляю, что были нарушены наши права. Мы сейчас исходим из того, что советские законы были полностью соблюдены нами, и мы получили на основании там, Верховного Совета, решения Верховного Совета РСФСР, мы получили союзные права. Советский Союз развалился. Мы вышли на равных, вышли. Ваша сторона признала. Мы не принимали участие в выборах президента. Когда ваша сторона прислала бумагу, что надо бы провести выборы Ельцина, ну, президента тогда еще Российской Федерации, Завгаев, Докка Завгаев, который являлся на тот момент ставленником этой гибни партии и все такое, КГБшным ставленником, он отправил, что мы не являемся, мы не принимаем участие в выборах Российской Федерации. Понимаете? Мы союзное государство были, союзная республика была. И вот после этого вы вывели в 92 году все свои войска. Никакой войны нет. На добровольном основе, договорившись с Дудаем, вы выводите 6 сентября, по-моему, нет. 2 октября, не помню. Осенью вы выводите все войска с территории Чеченской Республики. Это первая республика на постсоветском пространстве, откуда вы вывели войска. Являемся ли мы частью Российской Федерации? О Российской Федерации вообще речи не идет тогда вообще. Нас признают. Потом, когда вы там свою власть укрепили, и вам надо этот народ куда-то поднять, чтобы воровать, грабить, да, вашей власти, надо грабить эту страну, богатейшую страну в мире. Вам надо этот народ куда-то отправить. А что этот народ любит? Он имперец. Им больше ничего не надо. Он будет жить в собственной луже, но он будет за империю, великую империю. И вот ему говорят, давайте идите на чеченцев. Ну тогда имперство уже засыпало русских, не было достаточно подготовленного общества, была свобода какая-то, гласность какая-то была. И не справились. Запад показывал давление. Мы были более сплоченные, да, ваши спецслужбы мало использовали против нас разные спецмероприятия по разобщению нас, разделению там, на разные религиозные течения, на разные там, идеологические и политические разногласия между нами там находили. И только в 2003 году вы в разгар войны, когда шла полным ходом партизанская война, каждый день гибли ваши люди, каждый день гибли граждане Ичкерии, ваша оккупационная бандармия гибла, и в разгар этой войны на разрушенном, в руинах стоящем городе провели референдум о принятии Конституции. В первой статье, которая гласит, что Чечня является неотъемлемой частью Российской Федерации. В 2003 году, прошу заметить, с 1991 года по 2003 год не было никакого документа. И этот закон недействителен, потому что на этом референдуме принимали участие, так как граждане Ичкерии не принимали, там 1-2% от всего населения, может, там приняло участие, которые являлись коллаборантами на тот период, работали на российскую власть. Голосовали на этих участках оккупационные армии, которые были прикреплены к Чеченской Республике, которые находились на территории Чеченской Республики. Это все есть. Ни одна страна, в том числе Германия, не признала этот референдум, потому что он был абсолютно с нарушениями сделан. Понимаете? Мы не являемся Российской Федерацией. Юридически мы вам можем обосновать это. И поэтому и русской, тем более, мы землей не являемся. Так, поехали дальше. Да, Эдуард Мамедов, кстати, вот я обратил внимание, по поводу приватизации. Точно так же, когда происходил развал Советского Союза, Российской Федерации досталась собственность Советского Союза, да, она стала правопреемницей, да, она долги на себя взяла. Точно так же Казахстану что-то досталось, там, Украине что-то досталось, там, странам Балтии что-то досталось. Все, что они наживали, да, в период оккупации.
период нахождения в Советском Союзе. Мы, чеченцы, да, если мы были частью РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, то мы должны были претендовать на часть собственности Советского Союза во время приватизации. Мы не приняли участие в этой приватизации. Мы не унесли ничего из Советского Союза, из России. Мы просто ушли и сказали, ну слава Богу, вы наконец-то избавились. Вывели войска, слава Богу, нам ничего от вас не надо. Дайте жить просто. Вы не дали нам жить. Понимаете? Мы ничего у вас не брали. Вы у нас брали, и вы нам должны. До сих пор ваша путинская вот эта Роснефть качает нашу нефть. Ваши солдаты гибли, чтобы Сечин с Путиным качали нашу нефть. Но вы нам должны, Россия должна, не Путин. Путин само собой должен, но вам придется отвечать. Путин не вечен, а Россия будет еще, русские будут жить и жить. Анзор Рено. На протяжении нескольких столетий крепостной Иван пытается превратить чеченца в себе подобного холопа. Да, совершенно верно. Пытаются нас сделать такими же. Салман Радуев, Чер Ичкери, антитеррор. Валлахи, чеченская молодежь почти не осталась суфистов. Все, у кого отцы ярые суфисты, они не поддерживают суфизм. Все, кого я знаю, у нас только старые суфисты. Так, Ислам Ардаш, Аслам, брат, где можно найти наши старинные книги? Ведь у нас история очень большая. Но наши старинные книги на протяжении нескольких недель в центре Грозного сжигались в 1944 году, когда нас выслали. Со всей республики свозились наши вот манускрипты, наши разные тепторы. И стоял большой пожар. Несколько дней, недель стоял вот этот пожар. Вот так жгли. Поэтому наши книги, старинные книги найти очень трудно. Россия сделала все, чтобы у нас не осталось истории. Только то, что мы сохранили, передавали от сына, отца и так далее. Эринс, ассаламу алейкум, ассалам. Я много раз слышал, что Китай может напасть на Россию. Что ты думаешь об этом? Заранее баркал за ответ. Ва алейкум салам. Я думаю, он не будет нападать. Россия сама отдастся. Путин ее уже подготовил, чтобы в случае чего просто покориться этому и спастись там. У него защита Китай. Маждад, Аслан, империя существует за счет войн. В России вообще трэш. Сами себе территории на карте пририсованы. Да. Ну да, вообще это Россия. России конец уже настал. Все. Ничего уже не изменит ситуацию России. Другой вопрос, как это будет происходить. Медленно и долго, и кроваво, быстро и не кроваво, быстро и очень кроваво. Там вариантов может быть масса. Но то, что эта система все уже, она в своем завершающей стадии, это очевидный факт. Об этом говорят все аналитики, об этом говорят все люди, которые просто прекрасно видят ситуацию. Так что наше дело ждать. Наше дело просто пережить чеченцев. Наша задача пережить. Но пережить не так, как там тихо позволяет с нами делать то, что они доделывают, да, потому что когда это кровавое, вот это все будет происходить, это нас опять может коснуться. Кровавая развалка, уничтожение, гибель вот этой империи. Это нас опять может. И даже если это нас не коснется, а если мы будем объединены и готовы к этому, нас это минимум коснется. Когда мы будем, нам надо научиться придерживаться одной позиции, быть опять снова солидарными, убрать все разногласия, религиозные, политические, идеологические, убрать. Освобождаемся, выбираем парламент, выбираем президента, спорим в парламенте, выходим на митинги друг с другом. Там это все в здоровом обществе, это нормально. Посмотрите на Францию, посмотрите здесь Германии. Везде это нормально. Главное, что в рамках закона все это должно происходить. Это абсолютно нормально. Ну вот нам надо как-то собраться и быть готовыми. Когда Россия развалится, мы должны уже
как-то отрегулировать все, и чтобы с нами считались. Да? На нас мир смотрит, Запад смотрит, Америка смотрит. И они тоже обращают внимание и смотрят, насколько вы, насколько мы едины, насколько мы готовы, да, готовы ли мы там сразу там резать головы всем, или готовы ли мы там строить правовое государство. На нас очень внимательно смотрят. И когда подвернется ситуация, момент, он подвернется, мы дождемся этого. Наша задача просто пережить. Все, нам не надо ввязываться ни в драки, ни в войны. Мы будем переживать. Но накапливать свой и так большой потенциал, увеличивать его. У нас все отлично. Самое худшее уже позади. Так, Ичкерия Лайв. Кстати, Россия запретила выезд ОБСЕ в Чечню до проведения референдума в 2003 году. Да, въезд ОБСЕ. Да, совершенно верно. ОБСЕ на территории Чечни не работал до проведения референдума. Да. Ну, слепили как хотели и все. Ну, а это никто не признает, кроме там Кадырова и Путина, это никто не признает. И, как говорится, они могут там днем и ночью говорить, сколько халва не говори, во рту слаще не будет, да? Сколько бы они это ни говорили, это не станет юридическим фактом. Этого не будет. Это не действительно. А Прайм. Русских нужно забросать санкциями и изолировать, чтобы от голода у них мозги заработали. Все в рамках закона, чтобы ни к чему не придраться. Да, ну видишь, тут по-другому работает. Медленно это все будет происходить. Ну, в любой момент это может обрушение произойти. Уже психологический настрой в России у русских очень сильно изменился. 4 года назад, 5 лет назад вообще неадекватные люди были. Вот эта пропаганда резко. Теперь поняли, осознали, что дело, как все идет на спад. Величие оно сдулось. И поэтому, конечно же, русские многие осознали, еще не все признают, некоторые есть, конечно, упоротые и не признают никогда. Но уже многие начинают понимать, что куда-то не туда они пошли. Будем надеяться. Байсангур, Путин тоже нелегитимный. Да, Путин тоже нелегитимный. Лунный свет. По опросам, русские больше всего сейчас не любят и считают врагами американцев и украинцев. Ну да, там, знаете как, там нарушена причинно-следственная связь у людей. Им стоит по телевизору говорить, и нет вот этого критического, анализного мышления. А люди не думают. Им говорят вот по телевизору, украинцы. Вчера вообще про украинцев никто не говорил. Только чеченцы были, там грузины были, таджики потом были. А потом сейчас начали говорить за вот украинцев и американцев. Все, теперь украинцы и американцы. Я не знаю, обманываться рады, сами обманываться рады. Просто, да, для своей безопасности. Джахар Дудаев, ассаламу алейкум, приветствую всех. Ва алейкум салам, Джахар. Анзор Ино, ничего, шаман-воин идет на Москву сразиться с Путиным. Знаете, что самое интересное? Миллионы русских, да, ну, эти якуты, другие народы, которые проживают в России, они же, ну, небольшие народы. У них нет ни сил, ни интеллектуальных такого потенциала, ни физической там мощи, которая есть у русских, у самих русских. В воинских частях служат русские, занимают генеральские посты русские, МВД, ФСБ русские, большая часть, да? И русские надеются, что придет какой-нибудь якут-шаман, который идет пешком. Какого, спрашивается, ты идешь пешком? Привлекать внимание, ну ладно, можно собрать. И вот надеются, что какое-то чудо придет, и не они сами. Его останавливают, ты молодец, там, да, там, справишься, там, и так далее. Не рассчитывают, что они сами должны это сделать. Кроме них это никто не сделает. Как-то был один митинг, и там дедушка один выступает в Москве, по-моему, или в Питере.
ему говорят, или не на митинге, не помню сейчас точно, ну, дедушки говорят, ну, что ты думаешь там, что надо сделать? Он говорит, надо этим чеченцам, говорит, надо дать денег, у него в голове, что чеченцы за деньги убивают, что наши президенты в плен не сдаются, умирают, да, никакие деньги на том свете не нужны, что мы похоронили, это он не понимает, ну, пропаганда на нем. И он говорит, надо дать этим, собрать денег нам, говорит, всем, дать этим чеченцам, и пускай Кремль штурмует, и Путина там вынесут к чертовой матери. Чеченцы типа храбрые, они смогут. Вот какое мышление. Сами, нет, я сам пойду, не говорит, ни дед, ни молодой. Ему надо там чеченца, якута, шамана, еще кого-то привлечь. Но не сам. Хотя проблема их, царь их, страна их. Так что будем надеяться на шамана теперь, другого выбора нет. Так. Аслан, какое образование нужно нашей молодежи? Разное, всякое нужно молодежи образование. Все нам нужно. Все науки нам надо знать. Все. Техническое, юридическое. Все науки. Не могу сказать конкретно, что. Чему тяга есть, ему и надо. Ну, не так, как у нас получается, да, за деньги там не учатся. Так, Игорь Простой еще что-то говорит. Я и не спорю, Чечня это не русская земля. Я оспариваю название Российской Федерации как русское государство. У русских пока нет национального образования. А псевдофедерация не русская, она никакая. Ну, видите, это тоже не совсем верно. Как нет? Российская Федерация это русское государство. На вашем языке говорят, вот ваша страна. Да, там в том смысле, что русские там по бумаге не написано, что они стоят выше других. Но по факту же так. По факту вы должны согласиться, и вы не можете очевидно отрицать. Ни один кавказец, ни один азиат там, или там якут, бурят не стоит с русскими на одной доске. Да, и всегда возникает вопрос при устройстве на работе, кто он, мусульманин он, кавказец он, якут он, другой, третий, татарин он. Ну, татары получше в положении находятся. И тоже, их тоже ущемляют. Так как и по национальному, и по религиозному признакам. Так что такие спорные вопросы. Ну, конечно, я за то, чтобы вы всем дали свободу и построили свое национальное государство на своей территории. Виктор Полока. Аслан, поступила информация, что Норвегия обнаружила фон радиационный в 100 раз превышающий норму, и что он в подлодке в самолете. А лошарик что-то там делал, чтобы тебе известно. Это мировое ЧП из-за царя. Да, 100 тысяч раз, да, Виктор Полока. Да, такая информация есть. Превышает фон радиационный в 100 тысяч раз. Ну, я не знаю, может, лошарик намутил там, да, и они там обгорели. Может, они там какой-нибудь радиатор. Может быть, вполне возможно. Может быть, они там разгерметизировали какую-нибудь там, вот, знают ведь, что на Комсомольце там была вот эта ядерная какая-то установка. Ее разгерметизировали, и от этого погибли, наверное, вот эти все на лошарики. Все, кто туда пошел, все погибли. Может быть, конечно. Ну вот, что о чем говорил Джохар Дудаев. До гигантских масштабов разрастется угроза. Да? Не потому, что они там армии пошлют. Есть ядерное оружие. И этим ядерным оружием можно весь мир загадить. Ни сами не жить, ни людям не дать. Ну, сейчас пока гадать не будем, ну, посмотрим. Но то, что будут дальше, пока не остановят, это правда. Алекс Тауэр, сами виноваты в этом бардаке. Правильно? Эдуард Мамедов, салам аслам, рекомендую читать Абдурахмана Автарханова. Да, салам, Эдуард, рекомендую всем. Всем к прочтению Абдурахмана Автарханова. Народоубийство СССР,
загадки смерти Сталина и технология власти, ну и так далее. Много у него чего есть интересного. Так, Ичкерия Лайв, делитесь видео и ставьте лайки. Новости антиприкол. Ислам в 1944 году собрали все, что нашли. Тейповые журналы сожгли, безбожники. Сохранились мало чего после 2 войн. А то, что сохранили единицы, до сих пор прячут, не доверяют сегодняшним системам. Да, может быть. Ну да, то, что уничтожали, да, ну что сохранили, я думаю, сейчас уже пора выкладывать. В век интернета это нам очень пригодится. Салман Радуев Черичкери. Ночью, что значит подрастут и поймут? Я был ярым хаджи-мюридом, когда был подростком. Так. Рамазан Ильясович, русские могут очередную маленькую победоносную войну могут устроить, чтобы привести на трон очередного царька, такого как Навальный. Или сначала привести Навального, потом устроить войну, чтобы там сохранить, видимо, власть Навального. Да нет, пока есть Путин, Навального нет шанса. Навальный это так, это симулятор, который укрепляет власть Путина. Его задача не стать президентом. А точно, Виктор, ссылку можешь дать на инфу. Так, сенатора Аслан. Мамаша Ангела Меркель почему депортирует многих выходцев из СНГ? Я не знаю почему, потому что вот мы это обсуждали, потому что мы проявляем пассивность и против нас работает вот пропаганда Кремля. Ислам Ардаш, Астан, что говорят власти Украины об Ичкерии и могут ли они помочь Ичкерии, ведь у них есть возможность рассказать про все, что сделали с нами. Да, вот, ну вот надо заниматься этим вопросом, господа, надо заниматься, надо ехать в Украину. Там в Украине почему не появляются наши вот активисты, не те, кто воюет, а там же много, если никто не воюет, могли бы заявлять о себе пассивность. Так. Ночи антиприкол. Салман. Так, это не мне, ты говори вообще о другом. Так. Арни Гетекс. Извините за выражение, по-моему, европейцы... Ага, общий враг у нас это Россия, но все равно не выдают наши ребят нашему общему врагу. Что после этого сказать, кроме того, что они легкого поведения, да? Да, это нарушение прав, и мы должны их отстаивать, мы должны об этом говорить, мы должны выходить на митинги, мы сами должны отстаивать, мы должны доносить свою позицию. Так, сенатора, в России начнется гражданская война и каннибализм. 20-й год – это начало Божьей кары, которая обрушится на Россию. У тебя личная информация, да, сенатора? Так, Apple 6. Салам алейкум, Аслам. В Чечне-то идет массовое уничтожение единобожников. В Чечне идет массовое уничтожение воли к сопротивлению, к свободе. Так, сенатора, суфисты это красавчики, кому они плохого что-либо сделали? Поют, крутятся, пусть крутятся. Да, нам надо научиться очень терпимо относиться ко всем религиям, и в том числе и в нашем понимании, да, нашей религии. Если кто-то там как-то так делает, там руки не так поставил, ноги не так свел, не сюда поднял, а сюда поднял, есть какие-то там нарушения, которые так делают, так делают. И надо донести это, а не, ну, все, тебя... Вот, например, я помню время, когда вот появлялось у нас вот это фундаментальное вот это понимание ислама, и ребята, которые вот об этом говорили, они были, ну, сама толерантность, они самые терпеливые люди были. Я их дразнил, я с ними там обсуждал кое-что, и они меня убеждали своим терпением, спокойствием. А сейчас делают ролики, там, суфисты танцуют, там, ну, белый зикр делают, да, по кругу. И прикладывается музыка и смеются над ним. Где тогда толерантность, где терпимость к этому?
Ну, если они так видят, они, да, там, может быть, есть агентура, но везде есть агентура. Среди фундаментального понимания ислама этой агентуры намного больше. Да, там-то она. Так, в этой среде есть агентура, я со всей ответственностью заявляю. И те, кто там в 5 утра ходит в мечети делать намазы, это не всегда все такие искренние ребята бывают. И в суфистах тоже есть, конечно же, агентура. И есть искренние люди в этом, как они видят, как они чувствуют, так они исповедуют свою религию. Накладывается музыка, там смеются, высмеиваются. Ну где так в исламе можно? Вот, и вот эти люди, вот он очень религиозный, очень набожный, такой весь, он там, как пророк сказал, да или только так он делает. Ну, когда надо, он может соврать. Он явно может на своего брата мусульманина там, вывести его из религии и навести на него там напрасно ему сказать, «Ну, ты не мусульманин». Вот у него личная фетва от Бога, лично вот у него документ подписанный ему, выданный, вот так он заявляет. Нет, ребят, надо чуть-чуть взвешивать все за и против. Кто-то там вынес фетву, и ты вот решил. Свободы, свободы. Так же нельзя. Суфисты, например, многие наши старшие, они суфисты. И мы должны уважение. Кто не носит бороду, тот мне пишет комментарий, кто не носит бороду, тот там женоподобный, там не мужчина. Но это тоже очень нетерпимо. Все наши отцы не носили бороду, да, вот молодые, когда были в возрасте. Даже в возрасте сейчас люди не, потому что всю жизнь он брился. И кто ты такой, да, сморчок, которому вот как пишут, 3 волоса вот здесь вылезло, и ты теперь, ты супер знающий ислам, и ты говоришь, да это все там, Дудаев, он не понимал в исламе, он не мусульманином умер, там эти там такие суфисты там пляшут. Так нельзя. На тебя тоже можно сказать. И если ты прикрываешься исламом, это не значит, что на тебя нельзя ничего сказать. Мы знаем, что некоторые из ислама делают себе там удостоверение и им щеголяют, что вот борода, я весь такой. Но если надо, он соврет. Если есть выгода, он где-то обманет. Ну, в исламе же врать нельзя категорически. Можно кем угодно быть, но не лжецом в исламе. А нет, можно и соврать, абсолютно явно сказать неправду про человека. Можно такое? Можно. Говорят, говорят. Ну, им можно, а мусульманам нельзя, настоящим мусульманам. Поэтому мы должны толерантно относиться, терпимо относиться ко всем. Андрей Малашицкий, привет из Беларуси, лайк сразу. Приветствую, Андрей, спасибо за лайк. Ичкерия Лев, если Россия не русское государство, почему она называется Россия, а не Чечения, да, Ичкерия Лев? Сергей Суворов, да это алкаши на лошарике, которые хотели украсть кабель и пропить, все и так понял. Кингом Шульц, Аслам, в Ингушетии никому не секрет, там очень много имамов Ахлюсуна. Как ты думаешь, это их заслуга, что там разрешают такие проповеди? Или же это выгодно центру? Ну, я не знаю, в какой-то степени, может быть, где-то взаимодоговоренность есть, с одной стороны. С другой стороны, ну, я не знаю, ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. Динарк, как Российская Федерация не русское государство, 80% населения русские. Сенатора Аслан, а ты когда-либо слышал о экономических киллерах? Знал, что есть такие институты? Ну, приблизительно имею представление, что такое должно быть. Это конкретно не могу сказать. Вот видишь, Байсангур все говорит. Мы всю жизнь мечтаем о халяве, а суфисты веками живут на халяву. Но это не так, Байсангур, не так. Не так. Есть, конечно, мы знаем, Маха, не только они бывают там лицемерие, там неискренне там и так далее. Нельзя так.
Нельзя, надо терпимо относиться. Мелхи, Асан, зря ты смеешься над шаманом Якутом. Он и вправду, говорят, знает, как раскодировать Путина, только это дело времени и расстояния. Я бы ему оплатил билет, Мелхи. Я бы ему оплатил быстрее, чтобы, да, 2 года. Ему еще 2 года до Москвы топать. А по пути какой-нибудь там этот прапорщик ФСБ собьет его, и все, и закончилась победа. Так победы не куются. С Россией надо по-другому. С путинской вот этой кодлой надо по-другому. Халид, ва Аслан, Виктор, Паша, Леша, Массарин ответили. Диа, Бала, Вита. Ну, ты бы написал бы сразу, говорит, я всем ответил, говорит, Виктору, Паше, Леше, с намеком, что я всем русским ответил. А вот Халиду не ответил. Нет, Халид, я просто не увидел. Ты чем вот это мне писать, написал бы мне сразу вопрос. Так. Вахрамей сила. Асна, что ты думаешь, реплики на слова Закаева, что Докка план Кремля? Какие у него есть доводы? Пока он за руку ходил с актрисами, Докка воевал в Чечне. Вахрамей сила. Ты не знаешь, что делал Закаев, где он ходил, где воевал. И ты за себя говори. А то, что план Кремля, это не значит, что Докка был посвящен в этот план Кремля, понимаешь? Что вот то, что он сделал, он пытался упразднить нашу государственность. С юридической стороны это так. Да, он искал выходы, я Докку ни в чем не обвиняю, но при всем при этом он пытался упразднить нашу государственность, упразднить наши государственные там, институты, которые были молодые, только-только сформировавшиеся. Поэтому, а то, что кто там за руку ходил, кто с кем что ходил, это не наше дело, да. Взять там за руку, взять там под ручку, хромающий тогда Закаев. Ничего в этом такого, чтобы ты там с актрисами, там это. Альхамдулилlah, что у нас есть Закаев, на самом деле. Это давайте всех уничтожим, Докки уже нету, давайте всех Закаева, всех зачморим, обхаем, оплюем и заживем, да? Предложи ты тогда что-нибудь дельное. Так, господа, время уже 1,5 часа, мы говорим, давайте на этом закончим. Приятно. Да, Закаев тоже воевал, Анзорино. Время, господа. В следующий раз, в пятницу, я думаю, в это же время, в 9 часов по Европе, да, по Москве, 10 это уже будет. Вернемся к нашему разговору. Спасибо вам, приятно было отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, в следующий раз вы снова будете мне задавать и будет интересно. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Всем до свидания, всем удачи.